отсюда растет. Здесь ветра нет. Здесь ветра нет, только вот центр сейчас. Центр Якутск, нам вот сейчас по данным последним за 10 часов. А район Усмай, район Хандыги, А нет, здесь-то идут заполнение вот этого циклона, здесь нет. Это тыловой ветер северо-западный, да. То есть нам проблему нужно ожидать вот в этой части. Да, сегодня вот в этой части, вот сюда, вот так вот. Так, мы сейчас, вот здесь у нас 2 локализованных пожара, которые сейчас... За истекшие сутки в Республике Саха-Якутия потушено 43 лесных пожара. 5 возникло от высокой грозовой активности. С потушенных пожаров сейчас организована передислокация сил и средств на вновь обнаруженные пожары, на усиление тех, где работают уже наши люди. Помимо этого спланирована работа в 2 этапа самолета-зондировщика по искусственному вызыванию осадков. Группировка, которая работает на тушении сейчас, 2200 человек. В основном это специалисты авиалесохраны по тяжелым удаленным пожарам, лесопожарное подразделение и привлеченные силы и средства. На данный момент угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. Все населенные пункты, которые находятся на определенном, вот самые ближние пожары, там организована очень хорошая работа с сотрудниками МЧС России. Защита населенных пунктов, объектов экономики. Основная группировка, которую назвал, работают именно в лесу. Сейчас это, как правило, удаленные территории, труднодоступные, где нет дорог, поэтому применяем для передислокации, выполнения подвоз воды, продуктов питания, передислокацию, авиацию, которая у нас имеется. Выполняет задачи по предназначению 2222 человека, если быть точным. 300 человек, которые высвободились с тех пожаров, 43, которых я сказал, ликвидированных, они сейчас находятся в передислокации. Люди выполняют задачи уже практически 3-й месяц. За что им огромное спасибо. Дождей пока и не предвидится в принципе. И в этой сложной обстановке, вот на данный момент уже потушено больше, чем в обслуживаемой зоне в прошлом году. Это колоссальный труд, титанический труд. Федеральный центр в стороне тоже не остается. Начиная с того, что выделены дополнительные средства с федерального резерва правительством Российской Федерации Минфином. Группировку нарастили. Практически более 800 человек дополнительных сил авиалесохраны прибыл сюда в помощь Якутии. И эта работа продолжается. Мы сейчас производим рокировку, потому что люди действительно очень сильно устали. Часть людей выводим, вводим новых, которые еще у нас в резерве имеются и так далее. То есть этот процесс нескончаемый, федеральный центр в стороне не остается, работает вместе. Вы знаете, если смотреть пожары лесные, которые возникали там до начала июня месяца, причина возникновения была одна – человеческий фактор. Сейчас есть высокая грозовая активность. Вот, что такое грозовая активность? Да, вот раньше как было? Сначала молния, гром, потом ливневые осадки. Сейчас все то же самое, осадков нет. Поэтому идет воспламенение и подветровую нагрузку распространения. Я очень хотел бы еще раз попросить жителей, гостей Якутии, пожалуйста, соблюдайте требования пожарной безопасности. Не надо отжигаться, не надо преследовать какие-то интересы. Я знаю, что там трава лучше растет и так далее. Но ведь поджечь очень легко, потушить тяжело. Громадная территория. Очень слабая дорожная сеть. Плотность населения минимальна. В Якутии там под 1 миллион жителей. Ведь тратятся колоссальные федеральные деньги, субъектовые деньги на тушение вот таких пожаров. Поэтому лишний раз перезадумайтесь перед тем, как поднести спичку к сухой траве и так далее. Смотрите за кострами, которые разводите. Одним словом, соблюдайте, пожалуйста, требования пожарной безопасности. Как мы уже выяснили, пожар не щадит никого. Лесной пожар самый опасный, потому что потушить его труднее всего. Он распространяется с огромной скоростью, и его масштабы могут распространяться на десятки километров. Причин возгорания, к сожалению, множество. В жаркую погоду достаточно отсутствия дождя в течение 2 недель, чтобы лес стал настолько сухим, что любое неосторожное обращение с огнем вызывает пожар. В такой пожароопасный сезон запрещено использовать открытый огонь, оставлять на освещаемой солнцем лесной поляне бутылки или стекла.
они могут сработать как линза и вызвать возгорание. Запомните, ваша главная задача – как можно быстрее уйти от пожара и по возможности сообщить о нем взрослым. Выходить из опасной зоны нужно в направлении, перпендикулярном пожару. По возможности передвигаться лучше всего вдоль рек и ручьев. Если есть возможность, по самой воде. При явном задымлении дышать нужно через мокрый платок или смоченную одежду, а также закрывать голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой. Помните, что выполнение этих простых правил может спасти вам жизнь. Спички, дети, не игрушка.